Welcome to Anti-Terror Channel. Be kind and friendly. The ancient Chechens are here. Stop being Arab and go back to your own roots. Marshall. Marshall. За вопрос мудрец. Aber я верю в Бога, и я верю, что что вы процветаете, ждать дуэл. Да. Инц, например, да, инц хамысля хотие шо, Адама из Корана хотие шалара. У тебя своя мысль, и ты это считаешь истиной, ты в это веришь. Почему ты считаешь ненормальным, когда люди также верят в Коран? Ну, потому То, что там Коран, говорится. Коран, твоя мысль. во-первых, потому что Коран они не читали, это раз. Второе, потому что Коран это полностью античеловеческая, мерзостная, аморальная книга, где сутенер предлагает шлюх в ответ на то, что будут выполняться его приказы. Коран написал обычный человек с мышлением сутенера и предложил большегрудых с большими сиськами шлюх, если вы будете выполнять его приказы. А его приказы состоят в том, чтобы распространять арабскую империю и навязывать арабский образ жизни всему миру. Сура 9, аят 29. Сражайтесь с немусульманами, пока они не будут собственноручно платить дань, оставаясь униженными. И в ответ на это, если ты на этом пути погибаешь, автор Корана даст тебе шлюх. То есть, поэтому, как бы, в моей парадигме реальности... В моей парадигме реальности я не допускаю человеку верить в Коран. Ну, если он верит, то пусть верит, но не рассказывает мне, чтобы я его уважал и как человека воспринимал. То есть то, что Коран призывает быть хорошим к своим родителям, быть благонравным, это аморально, да? Коран, во-первых, не призывает быть благородным, пользу приносить. Это аморальность? Коран, во-первых, не призывает нигде быть моральным, благонравным, и с родителями он точно так же не призывает благонравным, он говорит просто не говорите им тфу, когда они постареют. Благонравными и без Корана все человечество всегда относилось к своим родителям. И без Корана понятно, что родители это те, кто тебя растят, воспитывают и так далее. Из-за того, что в Коране сказано не говорите своим свободнеца. Из-за того, что в Коране в одном стихе сказано не говорите тфу своим родителям, когда они постареют, не оправдывает то, что Коран все остальном призывает делать аморального. Заниматься сексом с замужними пленницами, жениться на маленьких девочек, у которых еще даже нету менструации, не начались менструации. То есть даже животное знает, что на животное кидаться нельзя, маленькое, у которых еще не начались менструации, и брачный сезон не наступил. А автор Корана и этого не знал и дозволяет жениться и заниматься сексом с маленькими девочками, у которых еще не наступил период менструации. Также он призывает отрубать, убивать, сражаться с иноверцами, то есть это конфессиональный фашизм и аморальная дичь. Из-за того, что там что-то хорошее где-то сказано, весь Коран от этого не меняется. Мы говорим обо всем Коране. Да, именно в том стихе, который ты привел, отличная мораль. Да, ничего не подкопаешься. И что, на этом ислам закончился? На этом Коран закончился? Нет, конечно. Знаешь, еще какой вопрос у меня? Вот знаешь, какой еще вопрос? Почему, мы не знаем, какое то тогда время было. Почему Аиша, на то, что не жаловалась Аиша, сегодня мы жалуемся? Почему мы недовольны тем, на что не было жалобы у самой Аиши? Смотри, у вас... Почему мы жалуемся на это?
Не, во-первых, мы А. Айша жаловалась или нет, не знаем и никогда Рыба. этого не узнаем. Рыба. Во-вторых, Рыба. когда вы говорите... Почему, не знаю, мы от него много Соборден, а описано. у вас жуаплушусы, соборден. Рыба. Охую его на Да. юкехи, они ек, дайлон. Во-вторых, когда вы говорите, я не знаю, почему у вас настолько мозг атрофирован, когда вы говорите, мы не знаем, когда, какое время тогда было. Куда ты дел аят? Ты не читал аят в Коране, что посланники Аллаха был прекрасный пример для вас? До судного дня, до скончания времен. Почему вы оперируете на времена? В исламе нету времен. В исламе все, что делал Мухаммед, это пример для его последователей до конца времен. Все, что делал Мухаммед, это пример до конца времен. Почему вы, мусульмане, повсеместно, как по методичке, с этим аргументом вышли, тогда были такие времена. То есть, по вашей логике, Мухаммед сделал все, что делал другие ублюдки. И не был послан, чтобы исправить ублюдков, а просто делать, что делают остальные ублюдки. Так выходит. И притом он своим действием подтвердил, что вот это богоугодное дело, то есть он, совершив те же действия, что совершали другие какие-то определенные ублюдки, совершив то же самое действие на своем. То, что делали эти ублюдки, это не делает примером. Эти ублюдки не являются для мира, для каких-то миллионов людей примером до скончания времен. Но он назвался пророком и поступил так же. То есть и призвал брать с себя пример. Вот в чем проблема. Если бы вы согласились на том, что да, это какой-то человек... Хуа просто. Во-первых, почему Аиша не... Формировать целый вопрос. Почему Аиша нету никаких переданий, что Аиша была против? Наоборот, она радовалась, наоборот, она считала это хорошим. Второй момент. Например, иудеи... Соборден, вопрос сформировать. Соборден, овялаца, соборден, вот социальный вопрос делается, иудеиш, хорошо я. И она говорила, что это хорошо. Еще раз повторяю. Во-первых, мы никогда не узнаем, говорила она хорошо или плохо, и что она вообще говорила. Во-первых, ты не знаешь никакую историю, свою религию не знаешь. Я тебе ее чуть-чуть расскажу. Когда Мухаммед умер, люди сказали, что халифом Мухаммед сказал, что халифом должен быть Али. Но стал халифом Абу Бакр. Знаешь как? Знаешь, как он стал халифом Абу Бакр, а не Али? Потому что Айша сказала... Санадеяцани жизни никогда советоваться цадинаунца. Потому что Айша вышла и сказала... Цаашура цаинаца никогда в жизни. Потому что Айша вышла и сказала, что откуда вы знаете, то есть мужчины стоят, все свидетели, которые слышали, что Мухаммед говорил, что Али должен быть после него халифом. Выходит Нус, вот представь, вот ты чеченец, у вас есть невестка, на одной земле твои родители, ты, твой брат, вы все живете семьей, и вы приводите Нус в ваш дом. Например, ты приводишь жену. Ты умираешь, твоя Нус выходит и говорит, нет, мой муж говорил, что моему отцу должно все достаться. И выгоняет вас просто с вашей же земли. То есть она выходит и говорит, откуда вы знаете, что Али он сказал? Мухаммед умер на моей груди, и свидетелей, конечно, там больше не было. Мы были наедине, он умер у меня на груди и сказал, что Абу Бакр должен быть после него. И так стал Абу Бакр. Хотя Али и другие мусульмане не согласились, и случилась верблюжья битва. И случилась верблюжья битва, где сподвижники, которым при рождении Мухаммед дал билет в рай, убивали друг друга, мусульмане.
Верблюжья битва называется. С одной стороны Айша со своим верблюдом и армией, с другой стороны Али. А ты говоришь мне про какую-то шуру. Следующий вопрос. А Умар бин Хаттаб как стал тогда халифом? А Умар его бин цахуш, его цвод ваш алвахтали. Али уже давал уцюкер. Али Потом еще полностью... Осман стал. Умар бин Хаттаб это после Абу Бакра второй человек. Все там, никакое совещание, цаумаят, и хват авторитетный, саговат. Халид бин Валид полный, давят. А? Это мовося. Первый нога, а дигду Аиша югова там на первый халиф. Второй учена, дигду хубничуан Али. Али хунца хайжна его. Дигду Али Умар бин Хаттаб. Харжан боцдер, хök бошлац, харжан бацтига. Абу Бакр правый рука у Умар. Как только Абу Бакр умер, он стал халифом. Он и так был халифом. Это три человека, которые все начали. Мухаммед, Абу Бакр и Умар. Вилаца ульш, хайбала, Абу Хаба, что хуятанали. Мухаттан, Умар, Абу Бакр. Абу Бакр, Антвари. Абу Бакр, наследник Антвари. Сын был у Абу Бакра. Абу Бакр, это ясно. Хотя вора. Абу Бакр, Антвари. Вор. Хуярцинцы. Вор. Це хуярцинцы. Тем ясно, зуч, сразу подвижение эрцега. Цедек цеосон. Говорим ясно. Абу Бакр, ще родной Антвари. Зуч. Ну, це історія, це носить царицю розводячи, але це задіяння шерстя. Ну, дігду і махліта, Абу Умар бин Хаттаб, он خارجنا على عثمان он خارجنا على عيلة صخارش. Ama bu masal informatsiya. Valio хата дел. Югата кабок, Самуалан дуквак. Самуалио. Алло. Там верда була. Ца харжан боцде. Умар бин Хаттаб шел халифу. 3 человека все начали. Революцию в Арабистане. Мухаммед, Абу Бакр и Умар. Это 3 человека союзника. Они все трое халифы. Ты если откроешь свою книгу Сахих Бухари и Сахих Муслим, прочитаешь свою сунну, то увидишь, когда Мухаммед что-то делал, его Абу Бакр или Умар постоянно бил по башке и говорил ему: «Эй, Мухаммед, что ты творишь?» То есть это 2 человека, считай, они 3 как один. Абу Бакр умер, он уже и так халифом был. Он правая рука его. И сразу принял на себя власть. Абу Бакр умер, он на себя принял власть. Не знаю насчет Османа, как он стал халифом. Наверное, был какой-то разбор, посовещались. После 3 самых альфа-самцов, как только погибли. Хан голосовать на Элу. Нет, хан голосовать. Осман. Хан голосовать на Элу. Осман خارج خیلی ندیدم. Осман خارجان خروقته. سخالی خارجانته. إذا خليت سخا. Первый день шага, само бурди, а тогда до ама бо Осман так соводи, Осман само халга дю вит, само хливеша. И там субхан. Du zusammen, до цук эквал гейтан бол. И удеешь, бат. 3 танда мехтя. Почему в то время это было нормально, что это поэмура саласам яли не он зуд? Почему нету ни одного предания, что удеешь, пример, там бабу цахпецу. Они порицали это. Одукваг. Иудеешь, пример. Действуешь. Иудеешь, пример, Тянбабуа, иудеи это что, пример для морали, что ли? В иудаизме Авраам, ваш пророк Ибрагим, женился на свою родную сестру, Сару. У них матери были разные, но один отец. Жена вашего пророка Ибрагима, Сара, это его родная сестра. Ну, ты вообще с ума сошел приводить иудеев какой-то пример морали? Значит, он физиологически развитие мухлушил. Мацава, пред 15 лет полка вошчулш, махала цугай надо, беешь.
Ты откуда знаешь? И там, второй момент, у тебя нету ни одного доказательства, то, что с ними было какое-то отношение физическое. Нету ни одного доказательства. Во-первых, Психик, его есть, мой аму бог, Сободня, давалам был тацадя, шайдин амди. Во-первых, он прямо, когда ей исполнилось 9 лет, хокица виелой, а сокучур эрво чон сабью. Хайдина привочия чона. Цахума хуша дочь хайдина ляц. Во-первых, он переспал прямо в тот же день в ее доме, когда ей было 9, и ее в качестве невесты привели к нему. Он сидел в ихнем доме и прямо в ихнем доме отымел ее. На это есть тарих от Табари, и том, и страницу могу тебе назвать. Во-вторых, когда он приперся, обмочив штаны, просить руки 6-летней Айши, ее отец Абу Бакр на это удивленно сказал: ты что, ты же мой брат. Хотя он ни хрена ему не брат. Он даже не родственник ему. Как такое? У них же нормально было. Он ему вообще не родственник, Абу Бакр, но он ему говорит: хуюч. Номери Шаега Алларсона отдельно YouTube, возраст Айши, ответ на 4 или, по-моему, 3 ложь султана Панкиси, видео, и он 30 минут, кедука яцон. И ща мялдол он чё делаешь. Я сейчас тебе это все искать не буду, потому что уже задолбался, это будет зря время трачивания. Телеграм, чё он шаял, источник, чё мялил, ссылка, штани, видео, чё хаяли, это раз. Второе, она играла в куклы даже после того, как уже вышла замуж, и называла эти куклы своими дочерьми. Третье, мать перед тем, как Абу Бакр сказал: ты же мой брат, и не выдал ее. Абу Бакр, как мы уже по факту имеем, 6 лет ее не выдал. И Мухаммеду пришлось ждать, пока ей не исполнится 9 лет. В это время, пока ей исполняется 9 лет, ее мать откармливает ее. И она прямо говорит в Сунане Ибн Маджа и в других многих хадисах достоверных, что моя мать перед тем, как меня отдать пророку, откармливала меня, чтобы я стала пухленькой, пополнела. Но ничего не помогало, пока она мне не дала длинные огурцы, пока она не начала меня кормить длинными огурцами и финиками. И тогда я стала пухленькой, как самая настоящая пухляшка. То есть ее даже откармливали перед тем, как отдать. А после того, как отдали, долгое время даже с подружками играла в куклы. Это нормально. Откармливали, ладно, в общем. А вот даются, да, сейчас ту самую ночь было, что меча название YouTube чайбая. Тарих от Табари, шаек YouTube чай. YouTube чай, он шаега, цуна масал üç. Цуна масал üç тагана и бусал пачалшкал, ялушкала. Киги бешты вообще, яре бу ялшокач, пришокач. Цан дина буса чутуач, риси, шури чутуач, откармливать бяш, сигмари дакис. Тана и лела дяш камбел наре, киги беш мари луш. Откармливать это нормально, откармливать нормально. Откармливать, чтобы раньше времени у нее появились сиськи и попа, это нормально? И отдать ее пораньше замуж, это нормально, по-твоему? Берант и Буаспайтан, он вел таган келмадилай на ост. Бройлер сандааде анцун, чучурис диктанцун, ты дилх дуалдар, эдох мацахуль. Именно ту ночь, бошtek духтига Он леранинс, хадя он лохалеханинс, он хаол, что пасал. Прямо исламские библиотеки, чу ссылка он, телеграм чу айонар пост, просто канал ты оли, поиск ты тарих от Табари оли. Тарих Табари оли, просто поисковик час сразу пост хакаририон, ссылка ты явял, исламский библиотеки с дюшболчан, онлайн амушел, официальной библиотеки, он Шамелла.com олш. Шамелла vs. Book олш, сайту.
Тарих ар-Расуль ва аль-Мулюк. Том 1, страница 163. Ат-Табари Гаргадоштун. Сказала Айша, пророк пришел в наш дом, и собрались там мужчины и женщины из числа ансаров. Моя мать пришла за мной, когда я раскачивалась на качелях между двух стволов деревьев. Она спустила меня и вытерла мое лицо водой. Она отвела меня к двери нашего дома и остановилась, да так, что часть моей души ушла в пятки. Она завела меня и усадила на колени пророка, который сидел на кровати в нашем доме. Мать сказала: «О пророк, это твоя семья. Да дарует Аллах благодать тебе в них, и им в тебе». Затем мужчины и женщины встали и вышли из нашего дома. И пророк Мухаммед разделил со мной ложе в моем доме. Он не закалывал животного по этому поводу для угощения. В тот день я была 9-летней девочкой. Ну да, если изучить еду именно бошты предание поставление достойных измахли. Ты сам Именно изучить, да,